мне каждый раз хочется обнимать Миру и говорить каждый раз слова благодарности и вот искренней признательности. Спасибо вам огромное. И вот я надеюсь, что это у вас будет не последний фильм. У нас вот есть и деревянное зодчество, наверное, вы его тоже как-то зафиксируете, спасете. И татарская вышивка, все, Алладырса, в ваших руках. Да. Биккуп, Аллахашек. Вот, тоже немножко остановлюсь на своей теме. Вот только вчера, волею судьбы, я сидела в архиве, не в архиве, а в фонде редких книг нашей библиотеки и перебирала подшивки Кызыл Татарстан за 24, 25, 26, 27, 28 и 29 года, 1900, разумеется. И искала, хоть она еще вся написана на арабской графике, я смотрела, ну, как говорится, только картинки. Я искала хоть что-то, ну, меня качество интересует, в том числе вот и кичижное производство, вышивка татарская, что-нибудь про кустарные промыслы. И представляете, волей судьбы я наконец-то нашла хоть маленькую зацепку. У моего супруга прадедушка был тоже ячижником. И у него был свой магазин. В царское время он был приказчиком, а потом уже после первого раскулачивания, непосредственно после революции, настала эпоха НЭПа, и где-то с 26 по 28 год он опять открыл свой магазинчик. И вы представляете, вчера в этой вот газете, наполненной фотографиями снесенных мечетей, где показаны какие-то татарки в колфаках, ну, в платочках, в осуждающих карикатурах, я вдруг увидела Абдрахман Шамсуддинов, азиатская обувь. Это было настолько для меня вот знаком, что вот, вы знаете, вот ничего не исчезает бесследно, все остается в нашей памяти, все скрывалось, никто не знал, чем занимался дедушка. Ну, как-то вот говорили, да, он там что-то делал. Мало того, его родная сестра была замужем за Насреддином Хамитовым, а Насреддин Хамитов это был приказчик у рода Сайдашевых, откуда вышел Салих Сайдашев. И сам маленький Салих Сайдашев как раз был воспитанником Насреддина Хамитова. Так получилось, что он рано остался без отца, и сестра его Амина была подружкой прабабушки моего мужа. И все они жили дружно, так как считалось, что мальчик должен воспитываться с примером мужчины рядом. И вот Насреддин Хамитов тоже был и чижником, и приказчиком в магазинах Сайдашевых. И у него даже такая есть история, запечатленная в книгах, что якобы в 1905 году, когда были мятежные какие-то происшествия в Казани, он просто проходил мимо, и его посадили в тюрьму под Кремлем, ну, как была мощная облава, и его тоже туда поместили. Но его спасла грамота о победе на Парижской выставке, потому что он вышивал ячейки, и его именно модель победила. И вот это послужило причиной того, что к нему отнеслись как к уважаемому человеку, и он был выпущен из каземата. Вот. Про коллекцию. Коллекция формировалась в течение, наверное, ну немного, 6-7 лет. Вообще я собираю качество татарское, у меня очень большая коллекция татарского домашнего изготовления полотна, полотенец и так далее. А сапоги пришли постепенно. Конечно же, это вот и детская память сыграла, и потом еще мы делаем у нас есть проект «Исталик», мы делаем реконструкцию татарских костюмов. Вот для реконструкции татарского костюма мы сделали реплику, как смогли, вот этих сапог, видите? То есть вот эти сапожки, они были выкуплены в Америке, а вот эти сапожки мы сделали здесь. Ну, ножка у нынешних моделей уже другая, конечно, поэтому они побольше. Носились подобные мягкие сапожки, как чулочек, как носок. Они помогали поддерживать чистоту омовения и не омывать ноги 5 раз в день. И поэтому бабушки носили их постоянно, как носочки дома. Носили их с галошами, вот с такими. Я для примера показала. Если вы ходили на улицу, галоши делали из плотных козловых, сауровых шкур. Вообще к выделке шкур относились с огромным вниманием. Я просто зачитаю, по-моему, в фильме было сказано, но я добавлю, что вышитую обувь носили женщины и дети. Мужчины носили исключительно черную обувь, татары, мужчины носили черную обувь с вышитым только задником, где был такой зеленого цвета узор,
в форме дерева, без узоров. И вот даже вот этот задник, саур он называется, ну, у нас говорят, что шагрень, но во всех дореволюционных книгах он идет как сауровое поле. Я прочитаю, как изготавливали саур. Сауром называется круп лошади или ишака. Круп – это расстояние от середины спины до начала хвоста, ну, спинка. Вот эту шкуру брали и ее вначале в течение суток мочили в щелоке, затем убирали мездру железным специальным скребком, шерсть сбривали острым ножом, потом для придания поверхности кожи шероховатого вида вдавливали в нее колотушками проса и высушивали на солнце. Затем кожу снова размачивают и пересыпают медными опилками с примесью мышьяка и секретного состава. Последний сообщает коже твердость, а медь и мышьяк окрашивают ее в зеленый цвет. И вот вы понимаете, даже для изготовления одного маленького задника зелененького предлагалось такое большое количество усилий. А кожи, конечно, были совершенно другого качества, нежели сейчас. Вот посмотрите, вот эти сапоги принадлежали одной бабушке, которая жила в доме Шакур-солдата. Знаете, наверное, Тукая? Вот. Они мне рассказывали, что у них высота потолков была такая, что потолок они белили, встав на шкаф. 4,2 была высота потолков. И вот там жила у них бабушка, вот семья была очень обеспеченная. И у бабушки были вот эти сапожки, это дореволюционные сапоги. И посмотрите, какие они, вот какая кожа, как сказать, современной выделки через 20-30 лет не начнет хрустеть. Ну, распад кожи, конечно, это органика, но здесь выделка была настолько какого-то, я не знаю, качества высочайшего, что до сих пор она абсолютно не теряет никаких своих пластических свойств. И посмотрите, какой тонкий узор, какая красивая подборка гаммы цветов. И не все понимают, как происходила разделка кожи. Вот вы понимаете, если начать отдельно вырезать вот этот вот кружочек, отдельно вот этот вот лепесточек, его ни за что потом нормально не состыковать. Они же все разных цветов. Вот как это делалось? Здесь, помните, показали шкуру, и на ней мужчина вот так надавив ножиком. Делалось по 5 комплектов одновременно. Брались, например, 2 шкуры зеленые, 2 шкуры красные, 2 шкуры желтые и так далее. Это вот такая получалась стопка, и по ней прорезался узор. И потом, так как они все получались сделанные на одном, как говорится, полотне, они абсолютно взаимоподходящие были друг к другу. То есть даже если вот отдельно вырезать, они уже не совпадали. И вот таким образом потом собирали как мозаику. Сразу параллельно собирали, например, 5 пар сапожек. И тогда только узор абсолютно вот один в один, как родной, вписывался в орнамент. Потом уже стали делать жесткие проклеенные носочки. Потом обувь стала гораздо, так скажем, плотнее. И поэтому уже вот и в фильме было сказано, что обувь уже не такая мягкая и не очень удобная для пожилых людей. Конечно, я абсолютно с этим согласна, но при всем при этом богатство орнаментации сохранялось до 60-х, 70-х годов в полной мере. Потом уже пошло упрощение, и модели стали гораздо более стилизованными. В последнее время уже отдельные мастера, это вот работы за последние 10 лет, они вернулись в полноцветной гамме. Вот эти сапожки, они очень напоминают